Да, подібне влаштовувати. Ну, він влаштовував подібне, да, в 99-му році, коли очолював ФСБ, коли там будинки ті підривав в Москві, зокрема. Менше з тим, а от тепер, да, в 2023 році, чи наважиться він, на вашу думку, умовно кажучи, там віддати наказ ФСБ, підірвати тих от бутафорських ветеранів на Красній площаді? Ну, знову ж таки, щоб обвинуватити в тому Україну, вийти потім ввечері до росіян, сказати, вставай, страна огромна, вставай на смертний бой, і, значить, давайте загальну мобілізацію, військовий стан и закрытия кордонов? Ну, вообще вот такого расклада событий нельзя исключать. Нельзя исключать. Они могут такую провокацию, конечно, создать, но, честно говоря, по-моему, россиянам все равно. Это не значит, что они будут как-то свирепее идти на фронт с большим желанием отправиться куда-нибудь под Бахмут или в другие такие же места. Вот вы знаете, момент упущенный. Ведь в чем разница с 99-м годом? Ведь в 99-м году все ожидали, что война начнется. До домов были же селения Чабан-Махи, Карам-Махи. Там были столкновения обширные с разными чеченскими отрядами. Уже предчувствие Второй войны было. В 99 году вот эти взрывы домов, это же была большая оперативная провокация. Вот этот Гачияев, который обвинен в организации этих терактов, он же был двойным агентом, это же доказанная вещь. То есть, не то, чтобы ФСБ прям организовал непосредственно теракты, оно просто знало о них. Оно знало от него, от этого Гачияева, и просто ничего не предпринимало. Значит, им просто это было выгодно, им нужно было действительно для мотивации проводить Вторую Чеченскую войну. Потому что тогда была атмосфера такая, что уже один раз повоевали, зачем нам это все надо? То есть, ну, местами было так, что ну и бог с ним там, да. А здесь появлялась мотивация, ну, они же людей взрывают. Ну, понимаете, Чечня это не Украина. Здесь даже если какая-то там, не знаю, дрон прилетит в толпу бессмертного полка или чего-то такого, вы знаете, на фоне того, что творится, большей мотивации они в населении-то не найдут. Население совершенно ясно себе уже представляет. Оно не понимает, чем это для него может кончиться в случае мобилизации, но то, что они не хотят особенно, в общем-то, в принципе, привлекаться к военной службе, это тоже очевидно. Ну, я не знаю, что... Ну, взорвут они, сколько они могут, ветеранов? 100 человек? Да, господи, на фоне тысячи тысяч погибших это сейчас уже, мне кажется, не произведет впечатления.